Привет всем! Сегодня снова площадь Кудирки, снова воскресенье, и люди собрались для того, чтобы поддержать. Прошло сообщение о том, что в Беларуси судят какого-то монаха по статье, связанной с терроризмом, и ему грозит вплоть до высшей меры наказания. Это вызвало определенный резонанс, недовольство, и поэтому прошло сообщение, что сегодня будет что-то интересное. Если кто-то не знает, кто это, если сохнет. Да, расскажите, кто это? Сегодня, говорят, мероприятие связано с тем, что вот какого-то человека в Беларуси судят по статье за связанность с терроризмом. Его пока не судят, он сидит в американке КГБ. Его вот листовки. Его зовут Гжегош Гавел. И ситуация такая, что этот храбрый молодой человек является монахом ордена кармелитов. И во время российско-белорусских учений Запад-2025 в сентябре он был арестован сотрудниками КГБ и официально предъявлено обвинение в том, что он пытался вынести и сделать публичными секретные документы по российскому ядерному оружию в Беларуси. И на сегодняшний день ему грозит смертная казнь по статье «Шпионаж», поскольку это дело является общественно значимым. И мы считаем, что никакие документы, касающиеся российского ядерного оружия, в Беларуси не могут быть секретными. И мы считаем, что он невиновен. И, конечно, обвинение в том виде, в каком озвучила белорусская пропаганда, оно звучит, честно говоря, как какая-то дичь. Ну и мы думаем, что на самом деле дело полностью сфабриковано. Но, тем не менее, это важный вопрос, поднять тему, что российское ядерное оружие должно быть выведено из Беларуси, раз. Во-вторых, прекратить уголовное дело против Гжегоша Гавела и немедленно его выпустить, два. Он признан на сегодняшний день политзаключенным. И третье, и самое главное, никаких секретов по поводу российского ядерного оружия в Беларуси, и тем более способов его применения против Украины. А каким образом вообще так получилось, что монах, ну, по крайней мере, как пишут в сообщениях, он имел доступ к каким-то секретным данным? Не, он не имел вообще доступ. Там какая-то очень дикая история, как ее озвучивает КГБ, что шел монах по центру Минска, увидел администрацию Лукашенко, зашел внутрь, взял какие-то документы со стола Лукашенко, которые там касаются российского ядерного оружия, и спокойненько доехал до Лепеля, где его и хлопнуло КГБ. Ну, в этой, собственно, в такой озвучке эта версия кажется совсем неправдоподобной. Я не верю, что в администрацию Лукашенко вот прям можно зайти и взять документы и спокойно там уехать за 100-150 километров. Сократили вахтеров. Да, сократили, что там, кризис настолько, да, такой. Но тем не менее, на данный момент человек находится под пытками и под угрозой смертной казни. То есть его вполне себе могут расстрелять. И, как показывает практика с немецким гражданином, которого обвиняли в принадлежности к полку Калиновского, смертную казнь в Беларуси может получить даже иностранный гражданин. Ну да, я помню случай Рика Кригера. Да, Хорошо, да, что да, он да. удачно закончился. Так, давайте посмотрим, что здесь. Вот такая вот история. Да, звучит абсолютно неправдоподобно, что какой-то монах шел по центру Минска, внезапно зашел в администрацию Лукашенко, взял там секретные документы. Ну и кроме того, это вообще еженедельная акция на Кудирке. Каждое воскресенье в 12 часов люди собираются в поддержку политзаключенных, растягивают баннер с фотографиями политзаключенных. Некоторые из них находятся до сих пор еще в тюрьмах, некоторые уже вышли либо по сроку, либо их обменяли, освободили, там, да, на калий обменяли, на что-то еще. Вот вы видите огромное количество портретов. Великий мороз на тебя. Ну, градусов 15, наверное, точно, 16. Приличный такой мороз. Вот, полиция охраняет все, чтобы все было спокойно.
местная полиция ведет себя не так совсем, как наши мусора. Все по-другому. Такая вот ситуация. Да, интересно было узнать по поводу этого монаха. Кроме того, если вы в курсе, сейчас раскручивается другое, не менее абсурдное дело шпиономанского характера, связанное с радиолюбителями. 3 радиолюбителей арестовали также по статьям, связанным с госизменой, шпионажем и так далее, что они якобы там передавали по радиоканалам за границу какие-то секретные данные. Вопрос, откуда у простых радиолюбителей они могут быть, и мы как бы все же понимаем прекрасно. Они, как и в свое время, глушили голоса Америки, всевозможные там радио Свободной Европы, так и сейчас они хотят перекрыть эти все каналы, запугать всех людей, чтобы не было такого явления, потому что оно плохо контролируемо режимом, и они хотят от этого избавиться. Вот, и поэтому сегодня акция приурочена именно вот такому событию. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайки, репостить и подписываться на канал. Ваша поддержка очень важна. Спасибо всем. Стрим короткий. Я думаю, что как бы тут все уже объяснили. Особо показывать ничего не буду, потому что я уже стримил раньше с Кудирки.